По инициативе и при активной поддержке региональных властей здесь развернулся централизованный пункт раздачи жертвенных животных. Благотворительная акция организована в честь священного для мусульман праздника Ид-аль-Адха. Шестой год по инициативе главы республики проводится аналогичная акция не только на Курбан-Байрам, но и на Ид-аль-Фитр. Сегодня у нас будет роздано около 5000 мелкорогатого скота. К этой акции присоединились депутат Государственной Думы Бекхам Барахоев, а также сенатор Совета Федерации Билан Хамчиев. Отсюда машины с животными отправляются по адресатам по всему региону, а именно к нуждающимся семьям, многодетным, одиноким пенсионерам и к семьям участников специальной военной операции. Первого барашка заводят во двор семьи погибшего участника СВО. Здесь жил Аслан Долов. В 23 году он отправился на передовую добровольцем. На территории Украины работал водителем, занимался перевозкой раненых и убитых солдат. В том же году сам попал под артобстрел противника и погиб. Получает помощь и многодетная семья в Назране. У Мадины Медовой 10 детей, старшие еще школьники. На их обеспечение уходит весь семейный доход, признается женщина. И получить такой благотворительный жест от главы субъекта приятно. Помощь в преддверии одного из главных праздников мусульман уже стала доброй традицией. Из года в год руководство республики и лично глава Ингушетии помогает всем, кто в этом нуждается. Эта инициатива не просто обеспечение мясом. Она дарит чувство надежды, демонстрирует единство общества и подтверждает, что в дни праздника никто не останется без внимания. В пункте сбора Икажева с раннего утра работают представители всех муниципальных образований республики. Одну за другой грузят газели для нуждающихся семей со всех сел и городов Ингушетии, от Малгобека до Джейраха, от Магаса до селений Сунжинского района. За счет помощи главы Ингушетии совершить обряд смогут и наши земляки из пригородного района. 575 голов выделено на Назрань, куда вошли 4 округа – Гамурзиевский, Альтиевский, Насыркордский и Центрально-административный. Все семьи у нас на контроле, мы проводим ротацию, чтобы, допустим, вот в этот праздник получит определенная часть людей, в другой праздник, допустим, вот Рамадан мы проводили акции, получила другая категория. Это делается для того, чтобы все семьи охватить, чтобы не было так, что какая-то семья несколько раз получила помощь, к примеру, а другая семья вообще ни разу не получила. То есть это позволяет нам больше навести порядок в этих организационных вопросах, никого не обидеть и всех охватить вот этой красивой, благородной акцией. Праздник жертвоприношения отмечается на 10-й день исламского календаря Зуль-Хиджа, спустя 70 дней после празднования Мархаш. В эти дни особенно важно раздавать милостыню, угощать родственников и соседей и проявлять милость друг к другу. Мадина Цора, Билал Ахильгов, Магас, 24.